Воистину хвала Аллаху, чья милость опередила гнев, милостивый и милосердный. Он взывает к рабам своими словами: «О мои рабы, я сделал для себя запретным притеснение, и для вас его запретил. Поэтому не притесняйте друг друга». О, друг, терпение, имей терпение. Давай, бисмилля. Давай, бисмилля. Нам велено делать добро всем, сказано, всем людям, а не только тем, кто в твоей религии. Счастливо! Однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал Айше: «А ну-ка, давай, побежим, кто быстрей?» Я побежала с ним на перегонки и опередила его. Несколько лет спустя он вновь обратился к Айше: «А ну, давай-ка побежим, кто быстрей?» Айша рассказывает: «К этому времени я успела позабыть о том первом случае, повзрослела, стала тяжелее. Я побежала, но, конечно, он прибежал первым. Затем он рассмеялся и сказал: «Это тебе за тот раз, когда ты меня опередила». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, заботился о распространении призыва к исламу на земле. Когда к нему входила его дочь, госпожа Фатима, он вставал ей навстречу, сажал ее на свое место и целовал. Передано от Джабира, да будет доволен им Аллах: «Я посетил посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, а он был на четвереньках, на его спине сидели Хасан и Хусейн. Он возил их на спине и приговаривал: как прекрасен ваш верблюд, и как прекрасны наездники». Несмотря на доброту и сострадание, которыми было переполнено его чистое сердце, он не мог терпеть одну вещь — угнетение. Эти люди ничего не знают о Боге. Мы были в больнице. Это больница рядом с мечетью. Они обстреляли нас патронами со слезоточивым газом. Мы пытаемся осмотреть раненых в мечети. Нам нужна помощь. Нам очень нужна помощь. Дорогу! Дорогу! Я не знаю, что происходит. Это уже 4-й раз за месяц. Никто не пришел на урок. Люди больше не хотят слышать слова Всевышнего. Порой только 1-2 человека приходят на молитву. Мечети становятся пустыми. Как же мне нужно поговорить с людьми прямо на улицах? Какие истинные мусульмане? Если они действительно знают Бога, то как делают подобные вещи? Лгут людям и участвуют в скандалах. Были бы богобоязненными людьми, не творили бы такое. Они используют религию, чтобы обмануть бедных людей. Это невозможно. Лично я не буду поддерживать их.
Что ты делаешь, шейх? Я прошу прощения за всех мусульман из-за того, что происходит. Я объявляю себя непричастным к этим людям, угнетателям. Теперь мы видим, люди, которые делают что-то именем ислама, причиняют вред религии. Проповедникам в настоящее время нельзя ошибаться. Аллах приказал пророку, саллаллаху алейхи вассалям, призывать в доброй и хорошей форме, проявлять мягкость в увещевании. Если проповедники займутся политикой, то они не смогут нести святость ислама. Многие проповедники направляют сердца людей на путь Аллаха, в то время как политики призывают в свои партии. Проповедник должен иметь важное качество – честность. Политики двуликие. Не обманитесь их численностью. Проповедники призывают к смиренности к Аллаху. Они путеводители к смирению перед Всевышним. Делай добро всем людям, для мусульман и не мусульман, для праведников и грешников, возражающим и не возражающим. Проповедники – это люди, чьи поступки и поведение отражают Божью благодать до того, пока поведают о велениях Аллаха и посланника, саллаллаху алейхи вассалям. Я знаю, изменения не происходят за одну ночь. В моем сердце были праведные слова. Я уже говорил, это и есть, иншаллах, моя самая большая награда от Всевышнего. Хвала Аллаху. Я восхваляю Всевышнего и прошу у Него помощи и прощения.